По итогам пожароопасного сезона в Коми примут ряд мер, увеличат штат сотрудников Коми лесопожарного центра и дооснастят пожарной техникой и оборудованием подразделения. Кроме того, в регионе будут созданы 2 авиаотделения на севере. Требуется лесопожарному центру и своя авиация для оперативного реагирования. Вопрос уже прорабатывается. Об этом сообщила руководитель Минприроды Коми на отчетной пресс-конференции. С учетом прогнозов по изменению климата, сухое и жаркое лето может стать привычным для северных регионов. В Усинске и в Инте планируем создать еще 2 авиаотделения. И соответствующее финансирование уже будет заложено. Надеемся, что будет оно до нас доведено, и в 2023-2024 году мы это все построим. Также мы поняли, что нам необходимо обучить наших летчиков-наблюдателей, поскольку привлекали, и нагрузка была очень большая в июле и в августе на наших лейтнабов. Они вырабатывали свои саннормы, поэтому сейчас планируем направить еще несколько человек на обучение. Ну и, конечно же, довести до норматива численность лесных пожарных. Летом в лесах Коми зафиксировали 484 пожара. Был введен режим ЧС. Горело 57 тысяч гектаров леса. Это в 19 раз больше, чем средний 5-летний показатель. Ценные леса не пострадали, но ущерб с учетом затрат на тушение продолжают подсчитывать. Расходы составили 799 миллионов рублей, из которых львиная доля оплачена в кредит. Средства на погашение будут выделены из Федерального резервного фонда. Количество дней с 3, 4 и 5 классом пожарной опасности в 2022 году от всего пожароопасного сезона составили 42%. Если мы говорим о средне-5-летних предыдущих значениях, то они составляли 22%. Данные класса пожарной опасности привели к необходимости высокой интенсивности полетов по авиационному патрулированию. Мы привлекали в этом сезоне 10 легкомоторных самолетов для патрулирования и 2 самолета Ан-2. 69 населенных пунктов находились в радиусе 5 километров от лесных пожаров. Однако благодаря оперативному и грамотному тушению жилые дома и объекты экономики не пострадали. Работа региона была отмечена на федеральном уровне.